Чеберлоевские G2A1 тайпа Хиндай и гора Бхатархай – одни из древнейших G2A1 на Кавказе. Генетика, Чеберлой. В чеченском ДНК-проекте чеберлоевцы показывают разные гаплогруппы J2, J1, Q1A, G2 и другие. Касаемо G2 есть один интересный момент. В чеченском ДНК-проекте фамилитридно Chechen Know-How DNA Project в гаплогруппе G2 есть чеченец, представитель чеберлоевского тайпа Хиндай и его гора. Ответвление Бхатархай, тайп – это род. Гар – это ветвь рода. Прописан там так: BP 56676 Кужулов, Chechen Republic, Хиндай Бхатархай Раша, Republic of Chechnya, GFT 242227. Чтобы получить больше информации, пишем в Яндексе BP 56676 Кужулов, Chechen Republic, Хиндай Бхатархай Раша, Republic of Chechnya, GFT 242227. Видим GZ6552, G2A1, YDNA Project. Заходим, это таблица GZ6552, G2A1, YDNA Project, YDNA Classic Chart. Проще говоря, это большая таблица гаплогруппы G2A1 и ветки GZ6552. В этой же таблице находим BP 56676 Кужулов, Chechen Republic, Хиндай Бхатархай Раша, Republic of Chechnya, GFT 242227. Данный чеченец показывает гаплогруппу G2A1 и ветку Z6700, а также SNPSFT 242227. Далее, чтобы посмотреть данную, именно эту ветку, в Яндекс пишем YFull G2A1Z 6700, переходим на YFull. COM3 GZ6700. Там в самом верху видим ветку GZ6700 и ее ответвление GMF 76795, где как раз и находится SNPS нашего чеченца FT 242227 в ответвлении GMF 76795. Нажимаем Info. Видим там, что возраст этой ветки около 4907 лет. GMF 76795. Возраст 4907 YBP. Далее находим образцы, заходим, там видим в первом ряду Раша, Чеченская Республика, Chechen G. MF 76795. Это и есть наш чеченец Кужулов, Chechen Republic, Хиндай Бхатархай. Заключение и выводы. Представитель чеберлоевского тайпа, рода, Хиндай и его гора, ответвление, Бхатархай, показал, во-первых, что он носитель G2A1, а также что возраст его G2A1 около 4907 лет, то есть он образовался около 5000 лет назад. Это очень древний на Кавказе показатель G2A1, можно сказать древнейший. По всей видимости, у чеченцев помимо J2, L3, Q1A и других гаплогрупп была широко представлена и G2A1. На сегодня G2A1 в чеченском ДНК проекте также встречается у чеченцев-акинцев, чеченцев, ваштарой и других. Большой процент, почти 70% фамилий, также встречается в осетинском ДНК-проекте фамилитридно, Assyrian DNA Project и частично в грузинском фамилитридно, Georgian DNA Project. Здесь ко всему приведенному стоит отметить, что у чеченцев и по сей день есть предание, что часть народа оседала в Осетии, а часть в Грузии. Кстати, по идее, у древнейшего народа как раз и должно быть несколько гаплогрупп, а не одна, ведь в генетической науке известно, что гаплогруппы с течением веков трансформируются. Появляются новые, расходятся по другим местам обитания. Так что, по идее, у древнейшего народа как раз и должно быть несколько гаплогрупп, а не одна. В чеченских преданиях хиндойцы были известны тем, что изготавливали холодное оружие для чеченцев. А также известный представитель рода Хиндай-Шаа не пожелал признать власть имама Шамиля и, собрав таких же чеберлоевцев из своего рода и не только, оказал ожесточенное сопротивление Шамилю и его войскам. Чеберлой до Шамиля был уже мусульманским, они не хотели признавать власть чужих. Чеберлоевцы частью противостояли и Шамилю, и царским войскам, частью были в имамате Шамиля и противостояли царским войскам, были большие потери в то время у чеберлоевцев. Это известно в преданиях чеберлоевцев и других чеченцев. Тайп Хиндай также в Чеберлое всегда считали древнейшим и коренным.